Так, что идем? Лужи в Якутске. Сейчас плюсовая температурка у нас, поэтому все тает, все тает. Так, видите, какая погода сегодня? Не очень такая пасмурная, нехорошая какая-то. Прямо так на сон клонит. Все-таки как погода вот влияет на состояние человека. Поэтому вот где человек живет, там важно, чтобы солнышко-то хотя бы какое-то время оно светило. Да. А то вот там где-то говорят в Петербурге, там солнца-то и не видать практически. Вот они там, бедолаги, мучаются. Да. Ну, в Якутске тут у нас более-менее еще так. Летом, конечно, зиму прожили. Когда у нас туманы, декабрь, январь, февраль. И теперь, в общем-то, нормально становится. Так, у нас тут такой, как бы, летом более-менее умеренно. Конечно, жарко бывает, но не продолжительно. Там месяц от силы перетерпеть. И все, в принципе. Месяц, ну, полтора-два. И будет уже хорошо. Тротуарчик вот такой вот. Ну, уже есть, потихоньку высыхают лужи. Вон там напротив, через дорогу, торговый центр «Айсберг». Такой большой торговый дом с кучей магазинов. Так, где тут переход-то? Где переход? Значит, вон туда надо. Ё-моё, тут нельзя переходить. Ну что, пойдемте туда. Там перейдем по переходу. А тут, смотрите, какая-то аллея Шелковникова, Фёкова, Михаил, Гавриил, ветеранов войны. Аллея Шелковниковых. Смотрите, вот каждое дерево подписано фамилией Шелковниковых. Ветеран тыла, Шелковников. Да, интересно. Такая аллейка. Первый раз в этом году заметил, что такие аллеи стали высаживать, памятники. Вот там что-то грохочет. Что-то там грохочет. Какой-то дизель, что ли. Что они создают шум. Наверное, какие-то работы производятся. Я так предполагаю. Ну да, ну можно шуметь, но только в определенное время. Там есть регламент, соответственно, какие-то работы производить, связанные с шумом. Выходим, где Айсберг, там, кстати, парк культуры и отдыха. Там, знаете, что будут делать у нас? Аквапарк. Я недавно прочитал, его закрыли на какое-то время. Туда, короче, какие-то большие деньги, инвестиции будут
складываться. Аквапарк, там все, короче, по-новому будет. Как-то вообще шикарно будет. Понимаю, и аквапарк будет он круглогодичный. То есть, по идее, и зимой можно будет туда пойти. Вот об этом аквапарке я уже как бы давно говорил, в общем-то, мечтал. Тут у нас крайне необходимо, конечно, вот такие зоны делать, чтобы в любое время года можно было покупаться. Ну, у нас бассейны есть, но бассейн, там бассейн, аквапарк, это уже какие-то развлечения, там водные горки, аттракционы и так далее. А здесь у нас, смотрите, куча всяких магазинов. Куча такая активная точка. Это театр, ой, что я говорю, стадион Туймада. Стадион Туймада, по-моему, там тоже какие-то работы. Я недавно проходил мимо, там работы тоже идут. У нас же будут игры проводиться, насколько я понимаю. Поэтому приводят в порядок спортивные объекты, приводят в порядок. Вот тут, кстати, отделение Сбербанка приличное такое вот есть. Так, вот я на остановку пришел. Это не решил я пешком идти. Доеду я на автобусе. Тут и несколько маршрутов ездит. 6-ка, 7-ка. 19-й, 35-й тоже, что ли, ездит. Да, работы какие-то идут, закрыты эти ворота. Установочка. Ну, кстати, пыль потихоньку начинает в воздухе летать, вот высыхает, подсыхает все. И пыль, что не очень хорошо, конечно. Сейчас вечером можно было пройтись, конечно, но то, что загазованность вдоль дороги идти, это не очень хорошо есть. Это считайте, как вы сигарету выкурили, пылью надышались. Так. Пасмурно. По-моему, на стадионе и трибуну делают, что ли? Что-то там, как будто такое ощущение, что производят. Это работы на трибуне. Парк еще тут вход открыт, но я прочитал, что он уже не работает или будет не работать. Там будут масштабные работы производиться по его реконструкцию, строительству аквапарка. В общем, это хорошо. Но, конечно, надо вот эту вот лесную зону оставлять, сосновую. Сосны там растут такие хорошие. Их надо обязательно оставить. Потому что в городе крайне не хватает зелени у нас. И лишать ее в парке надо не вырубать ни в коем случае. Но там есть зоны, где, в принципе, можно и строить, как бы, да. Но я думаю, не обойдется без вырубки какой-то части. Ну, что ты делаешь? Зато будет аквапарк. Я так предполагаю. Какая цена там будет? Вот вопрос. У нас, наверное, по себестоимости эксплуатации, наверное, один из самых дорогих будет. Потому что и в зимний период он будет работать. Там надо будет и отопление, и подогрев все делать. Но если так в обычном аквапарке сейчас летом там сколько, 2000, то
я думаю, не дешевле. Но это в течение дня, там с 10, по-моему, часов, или с 9 часов до 6, как правило, аквапарки работают. Ну, это которые открытые. А так, те крытые, которые они допоздна. Я знаю, вот в Новосибирске аквапарк, он работает практически 12 часов. То есть с 10 утра до 10 вечера. Там довольно-таки большой аквапарк. У них возле реки он находится. Там есть термальные зоны, очень там прикольно. В них то есть какие-то сауны. Не одна, а несколько. Потом какие-то контрастные бассейны и так далее. Солевая пещера. Что интересно, я, кстати, был и снимал. Это где-то на канале есть у меня видео про этот аквапарк. Так, ну ладненько, вот такое коротенькое видео я поснимал. В общем, показать хотел вам сегодня, какая у нас погода. Такие вот облака, тучки. В общем-то, ну, еще же у нас будет паводок, будет лед проходить по реке Лене, рядом с Якутском. Город стоит рядом с рекой Лена, одной из самых протяженных в азиатском регионе России. И вообще, по-моему, на территории России Лена считается, ну, без притоков, самой длинной рекой. Она длиной свыше 4000 километров. И устье ее, исток, да, начинается недалеко от озера Байкал, в 7 километрах, по-моему. Сахамедстрах. А на вискутах того Сахамедстрах.